Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, всем привет, исәнмесез, это Айда подкаст, меня зовут Айнур, и я учу татарский. Мин татарча өйрәнәм. Барыгызга да сәлам, мин Эльза һәм мин татарча өйрәтәм. Эльза, ну давай сразу к теме. Айнур, без бүген ачуланышабыз. Подожди, что это значит? Ачуланышырга это значит ругаться. Сегодня будем говорить, учиться, ругаться и скандалить татарща. Думаю, это не менее актуально, чем, например, признаваться в любви на татарском. Слушай, да, на самом деле очень неожиданная и нетривиальная тема, ну давай начнем. Первое слово мы уже упомянули, да? Сказали. Ачуланышырга – это ругаться, портить с кем-то отношения. Слово длинное, оно состоит из нескольких морфем, так скажем, частей, да? Ащу – это злость, гнев, злоба. И от слова ащу у нас происходит глагол ащулану. Ащулану – это значит ругать кого-то. Мин сине ащуланам. Хазер ащуланам. Сейчас я тебя поругаю. Вот так. А уже если получается ругаться, то есть вот конфликт происходит между несколькими, между двумя или группой людей, то это уже будет ащуланышырга. Чуть позже, я понимаю, что это немножко сложно, особенно если вы слышите это впервые. Обязательно там есть запишем. Точно слово чулан. Ощулан. Ащулан. Ащуланышырга. Смотри, есть отдельные фразы, связанные со словом ащу, да? Да. Особенно их можно упомянуть в начале ссоры, в начале конфликта. Например, ащуамщага. То есть вы предупреждаете своего оппонента, собеседника, оппонента, да, о том, что все, вы уже злитесь. А Эльза, ощуамщага дословно переводится, у меня выходит злость, правильно? Все верно, да, у меня выходит злость. А вот еще есть синоним ащуам кобара. Кобарарга надувать. Надуваться, да. Вот есть слово кобартма, пирожки, пончики. А тут вот ащуам кобара. Я злюсь, я надуваюсь в этом смысле. А можно сказать, Эльза, например, человек злой, и ему говорят, типа, бар ощуыңны шығарып қойд, типа, или киль, типа, иди где-нибудь там, высвободи свою злость. Нет, потому что это уже немножко другое, потому что вот ащуны шығарырға заставлять кого-то злиться. То есть если мы скажем, вот иди и выплесни там свою отрицательную энергию, нет, это не так. Ладно. Надеюсь, другие тоже поняли, да? Вот есть такая фраза «ащуымны шығарма». Это вот «ащуым шыға» плюс вы можете говорить «ащуымны шығарма». Не заставляй меня злиться. Если буквально перевести, да, не выводи мою злость, ащуымны шығарма. Не выводи меня из себя, да? Вот если мы хотим перевести слова «ругаться» или «скандалить», да, то здесь такой длинный синонимический ряд. Ащуланышырга, талашырга. Талашырга – это ссориться. Әрләшерге – тоже ссориться. Бәхәсләшерге – это уже дискутировать. Ызғышырга, насколько мне известно, это уже такой более диалектальный вариант ызғышырга. А ты какое слово используешь из вот этих всех? Я чаще всего слышал толашырга. Типа, меня олар онда толаштылар. Но я еще вот знаю слова сугыштылар, уланы кыйнады. Сугышырга – это уже, да, это уже вот в рукопашную, так скажем. Сугышырга, да, слово сугыш – это война. Вот я хочу прерваться на грамматику, да, вот ащуланышырга, талашырга, әрләшерге. Во всех этих словах присутствует показатель шыр-шыр. Шыр-шыр – это аффикс, окончание, которое обозначает совместный залог. На русском языке совместного залога, насколько мне известно, нет. А вот татарща улбар. То есть это когда действие выполняется группой лиц, то есть одно действие. Например, убышерге. Ащуланышырға, дуслашырға, талашырға, бірләшерге. Бірләшерге.
и так далее. И еще есть один смысл этого аффикса, это когда кто-то кому-то помогает что-то делать. Например, жиешерга помогать убираться, юшерга помогать мыть, стирать и так далее. То есть вот это называется татар тілінде совместный залог. Круто. Да, вот этот шерш. И, например, силярга это говорить, рассказывать, а силяшерга это уже вот разговаривать вместе. Вот. И вот этот залог, он подходит практически под любое действие. А как будет эшляшерге? Так и будет эшляшерга, это значит, ты помогаешь кому-то что-то делать. У меня эшляшты. Эшем кубиде, у меня эшляшты, у меня булышты еще говорят. Булышты это помогать, но если мы посмотрим в суть этого слова, да, булышерга это значит бул это быть, а булыш это помогать. То есть посодействовал стать кем-то или сделать что-то. Это вот все к этому залогу. Угу. Если мы рассмотрим различия между этими словами, да, вот бехас-ля-шерге, бехас — это полемика, дискуссия, ашуланы-шерга — это больше на уровне эмоций, тала-шерга — это вы когда перекидываете словами, да, а вот суга-шерга, там уже от слов вы переходите к действиям. Эльза, смотри, пришла женщина в поликлинику и устроила скандал. Как это будет на татарском? Угу. Толашты? Если... То, вот бывает же, что вот просто человек сам по себе орет. То есть ни с кем не входит там, ну, то есть обратной никакой связи нету. То есть она говорит, и вроде говорит, ну, не кому-то конкретно, а вот всем. Это просто кшкырды там и так далее. А если там в регистратуре, как всегда, не могут найти там его карточку и так далее, или врач ушел в отпуск и замены нету, то уже можно, да, сказать толашты. Толашып шығып кетті. Еще есть слово гауга. Гауга, так называется известная татарская рок-группа также. Гауга — это тоже скандал. Шум, галдеж. Итак, мы начали с предупреждений, да, о шумно шығарма. А вот есть еще какие-то короткие фразы вместо аргументов. Просто, например, оппонент вам кричит какие-то фразы, а вы можете просто вот спокойно стоять и говорить, ну, пока вам нечего сказать, да, или вы еще не придумали, можно просто говорить «Угу, хазер», или «эйдер», или «шулайдер», или «корарбус». Здесь все зависит от вашей интонации. То есть нужно говорить четко, уверенно и немножко с безразличием по отношению к словам собеседника. Ну, это получается такой сарказм. Да, и таким образом вы эмоционально обессилите своего собеседника. Просто у тебя, знаешь, уроки черной риторики от Эльзы Набиуллиной. Как? Или там, как это называется, ораторское айкидо. Ораторское айкидо, прикольно. И подожди, нет, извини. Ораторский куреш у нас должен быть. Крэш. Угу. Фразы, поддерживающие ваш спор. Вы можете сказать, если вы не согласны, например, с каким-то аргументом, килешмин. Не согласен. Мингаепле тугель, если уже вы решили, да, оправдываться. Мингаепле тугель, я не виноват. Или шул киряксина, так тебе и надо. А еще говорят узиня кора, смотри на себя. Окей. А смотри, можно вопрос? Килешмим и мин риза тугель, это оба не согласен? Да, но есть все-таки различия. Вот, например, когда риза тугель, это когда вам делают какое-то предложение. То есть, например, давай встретимся в такое-то время, там-то, там-то. Ты говоришь, окей, мин риза, да? Или тебе предлагают там какую-то сумму за что-то. Это предложение именно. Вы отвечаете на предложение, согласны вы или нет. А вот именно килешмим — это когда это согласие при каком-то утверждении, скорее всего. Чувствуете, да, разницу? Чувствуешь? Да, ну, например, тебе говорят, выходи за меня, ты говоришь, мин риза тугель. Или риза. Да, правильно же? А потом тебе говорят, я не выхожу за тебя, потому что ты, там, не знаю, тюфяк. Лишаем. Вот есть разница. А вот можно еще перечислить слова, при помощи которых татары обзываются. Очень интересно. Очень интересно, Давай. да. Здесь тоже такой широкий синонимический ряд, да.
Юлер, ахмак, нодан, дивана, тиле, околсыз, исер. Все эти слова имеют один и тот же смысл примерный, да? Это означает слово «дурак», так скажем, по-простому, да? Но каждый из них, понятно, имеет свой оттенок. Более того, я понимаю, что, например, наши слушатели могут вспомнить какие-то свои слова, которые использовались, не знаю, в их деревне, в их городе, среди их родственников и так далее. Потому что я знаю еще несколько слов, которые используются в определенной местности только. Вот. И вот, например, нодан, околсыз, юлер, да, это более такое литературное выражение, так скажем. А вот исер — это более такой, ну вот, простой, попроще вариант. То есть вы выбираете, смотря с кем у вас идет такая полемика, да? Если человек такой образованный, высокоинтеллектуальный, то вы уже выбираете, наверное, слово околсыз. Околсыз булмагыз, например, да, можно так выразиться. Или нодан сүз. Не говорите ерунду, не говорите чепуху. Вот шулайрак. Аңладым. А вот смотри, во многих языках людей называют, ну, каким-то животным. Вот у татар есть какие-то слова, вот если ты назовешь этим животным, человек обидится, например. Дунгас. Щучка, типа. Да, щучка, дунгас — это тоже синонимы. Это вот свинья, дунгас. А еще есть просто слово хайван. Вот здесь, наверное, уже вот это 100% попадание, это знают многие, прям так. Хайван. Хайван — это вот значит животные. Ну вот общие. Потом еще говорят 40, потому что 40 принято считать немножко глуповатым животных. Хотя вот, например, у турков, да, если ты скажешь кузу, кузуджим, это так называют любимых. Так обращается к балаларга, к детям, да. Интересно. Еще что говорят? Ну, еще мне нравится такая фраза «Таук мие ишкен нерсе». Подожди, можно я попробую перевести, который выпил куриный мозг? Да. Я сейчас просто спонтанно вспомнила это выражение, оно мне очень нравится. То есть это не значит, что я часто использую, просто мне оно интересно вот вообще просто по звучанию, так скажем. «Таук мие ишкен нерсе». Да, человек, который, ну, вот немножко такой глуповатый тоже. Я так называю куриц. И это смешно для меня. Эльза, а вот у татар же есть лексика вот 18+, так называемые там матершинные слова. Используют ли их татары в обзывательствах? Можем не называть, но просто вот рассказать так вкратце. Да, конечно, в татарском языке существуют эти слова тоже. Мне кажется, они все-таки общие для всех тюркских языков, для многих, не всех, а для многих тюркских языков. Если вы владеете каким-то тюркским языком, значит, вы поймете матерное слово. Но там тоже несколько корней, так скажем, но в зависимости от того, с кем вы ругаетесь, и тогда, и вообще, ну вот, используете ли вы в повседневной жизни, вот. Они есть, да, они существуют. Окей, ладно. Может, когда-нибудь у нас выйдет выпуск 18+, и вы их услышите. Ну, я стараюсь не использовать. Мне нравится в этом предложении «стараюсь». Конечно, я буду честной. Я стараюсь не использовать, и даже многое время не использовала. Но потом произошли перемены в жизни, и как-то, и с возрастом, можно сказать, эта лексика все-таки не обходит нас стороной. И, наверное, в конце нужно сказать, что конец любой ссоры — это все-таки примирение, дружба, поэтому упомянем слово «дружить» — это «дуслашырга». Без дуслаштык. Мы помирились. То есть без башта, ну там, как это, толаштык, оннан дуслаштык. Дуслаштык. Толаштык, аннан соң дуслаштык. Хазір дуслаштык. И попросить прощения, да, гафу ит. Прости. Мин гаипле, гаип минде. Два варианта, да, выражение «я виноват». А скажи, пожалуйста, как будет предложение «он попросил прощения»? Ул гафу срады.
попросил, так и будет. Сурада. Окей. Гафует Анна, можно так сказать. Мин укнем, можно сказать, да, еще я сожалею. Укену. Такой глагол. Укену. В принципе, все, наверное. Круто. Очень, мне кажется, классный, полезный урок. В общем, если ругайтесь татарща. Хотя бы... Я считаю просто, что татарский должен быть везде. Должны быть, не знаю, татарские литераторы, певцы, гопники, не знаю, там, татарские порноактеры. Но главное, чтобы татарские. Вот. Поэтому ругайтесь татарща. Килише. На этом у нас, наверное, все, да, Айнур? Больше материала вы сможете найти на сайте нашего проекта Эйде онлайн. А также во всех наших социальных сетях, мы есть во всех крупных социальных сетях, ищите нас, подписывайтесь и учите татарский вместе с нами. С вами были ведущие подкаста Эльза. Хэм Айнур. Дуслар Рахмет, сау булагас. Сау булагас. Эйда подкаст. Учим татарский.